Здравствуйте. В прямом эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. Мы традиционно начинаем выпуск с истории ТССР. В этот день, в 1942 году, в Казани создана парфюмерная фабрика. Она выпускала духи, туалетную воду, одеколон, зубной порошок и пудру. В первую партию вошли духи «Татарстан», составленные парфюмером фабрики Вульфсоном. Одеколон поставлялся бойцам Красной Армии в качестве подарка. Сегодня это фабрика «Аромат». А 8 мая 1972 года в Челнах был уложен первый кубометр бетона в фундамент прессово-рамного завода КАМАЗа. Работу по заливке проделала бригада известного бетонщика, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Константина Альчикова. В этот день, в 1999 году, в Казани из кругосветного путешествия вернулась парусная яхта «Нордстар». Команда из 5 человек, причем из опытных моряков, только капитан Олег Тюрин. В плавании он провел больше 1,5 лет. Это была первая в истории России кругосветка на деревянной яхте. Такими были события прошлого, сейчас о главном на сегодня. Он гордо реет над Казанью, напоминая о былом. Поднять флаг Великой Победы! Как сегодня в Парке Победы подняли главный символ Победы, увидел Сергей Хайдаров. Колонна военной техники едет героям! Большое спасибо всем, кто это устроил. Это праздник. Необычное поздравление ветеранов Великой Отечественной с Днем Победы увидела и Вероника Гайнудзинова. Как провести и отметить День Победы, не выходя из дома? Афиша мероприятий у Салавата Мухаммадуллина. 3 месяца работы, несколько скульпторов и десятки изученных материалов. Месяц шло увеличение, месяц шла лепка, месяц шло литье. О том, как создавался памятник советскому солдату, в интервью Зарины Ахметовой. Рустам Минниханов сегодня провел телефонный разговор с королем Бахрейна. Беседа состоялась по инициативе короля. Хамад бен Иса аль-Халифа попросил передать президенту России Владимиру Путину слова приветствия. Он сообщил, что следит за ситуацией с пандемией в Татарстане и выразил слова поддержки Рустаму Минниханову и всем жителям республики. Президент поблагодарил его за проявленную заботу. В Татарстане начинаются торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня в Парке Победы на 50-метровую высоту подняли главный символ успеха советской армии. Это точная копия знамени Великой Победы, которое подняли над Рейхстагом. Останется ли это знамя в парке навсегда, расскажет Сергей Хайдаров. Вот так красиво и под музыку в Парке Победы появился, пожалуй, главный его символ – знамя. Его вместе с флагами России, Татарстана и Казани бережно несут курсанты Казанского танкового училища. Не каждому курсанту доверяется честь выносить знамя. Это, во-первых, большая ответственность, это тренировки большие, очень долгие. То есть над этим надо очень много работать. Несмотря на режим самоизоляции и благодаря интернет-связи, герой Советского Союза Борис Кириллович Кузнецов тоже принял участие в поднятии знамени. Находясь дома в Лаишевском районе, он обратился к татарстанцам с пламенной речью и отдал команду поднять символ Победы. Мы в сегодняшний день торжествуем великую победу, которую мы сделали ветераны в годы Великой Отечественной войны. Вечная слава нашим героям! Вечная слава нашим победителям в годы Великой Отечественной войны! Поднять флаг Великой Победы! Он гордо реет над Казанью, напоминая о былом. Невольно говоришь стихами сегодня, когда на 50-метровую высоту подняли знамя Победы. И оно действительно будет напоминать всем жителям ближайших многоэтажек о Великой Победе. Кстати, это точная копия того самого знамени, которое впервые подняли над Рейхстагом. Важно помнить те события, те героические события, то, что происходило, и передавать будущим поколениям. Потому что Парк Победы, он функционирует не просто как мемориал, не просто как музей. Это место патриотического воспитания будущих поколений. Это знамя будет развиваться над Парком Победы и после 9 мая, напоминая разным поколениям о том, что для нас сделали предки 75 лет назад. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ Казань.
Т-34 «Катюша», броневик ЗИС на улицах города. Ко Дню Победы сегодня по Казани проехала легендарная военная техника. Участники делали специальные остановки, чтобы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны. Прямо с боевых машин звучали победные песни и главные слова благодарности. Так будет и завтра. Колонну военной техники возглавляет легендарный танк Т-34. У этого даже есть имя – колхозник Татарии. Он был собран во время войны на средства тружеников тыла, а в этом году восстановлен силами курсантов танкового училища. Здесь и боевая машина реактивной артиллерии «Катюша», и ЗИС с макетом пушки. Военная техника стартовала от Оренбургского тракта и едет по улицам Казани. Вся эта колонна военной техники движется по городу, но и делает остановки, чтобы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны. Вот и сейчас для героя поют песню «День Победы». День Победы, День Победы, День Победы. Парад перед своими окнами принимает Иларион Липустин. На фронт ушел сразу после школы в 43-м. Участвовал в разгроме немецких войск в Румынии. В 45-м сражался с Японией. Такой парад перед его домом говорит впервые. За 75 лет первый раз. Раньше мы ходили, конечно, на площади. А сейчас вот такой период времени, эпидемия. Ну ничего, я здесь пока держусь. Павлюхина, Вишневского, Амирхана, Чуйкова. Колонна движется к Тауфику Шамгунову. Ветеран совсем мальчишкой отправился на фронт. Сразу в Кёнигсберг. Был пулеметчиком. Победу встретил там же. Признается, историческая техника сегодня напомнила ему те тяжелые годы войны. Замечательно. Такого в жизни я не был. Не видел. Большое спасибо всем, кто это устроил. Это праздник. За концертом наблюдают и соседи. Кто-то даже подпевает курсантам. Военные песни звучат на всю улицу. Гордимся тем, что нам доверили такое ответственное мероприятие. Хотим ветеранов от души поздравить с этим днем. Желаем им здоровья и счастья. Благополучия. После главных песен Победы колонна движется дальше, через весь город. Если казанцы не могут прийти на парад, то он едет к ним. Так праздничный заезд мог увидеть каждый, пусть и из окон своих квартир. Вероника Гайнудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Сегодня Фарид Мухаммедшин в онлайн-режиме поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Татарстане, с предстоящей 75-летней годовщиной Победы. Как подчеркнул секретарь татарстанского отделения партии «Единая Россия», татарстанцы, воевавшие на фронте и трудившиеся в тылу, сделали все возможное и даже невозможное, чтобы приблизить победу. Поздравлять ветеранов, в том числе и по видеосвязи, Фарид Мухаммедшин планирует и завтра. Только что поговорил, с ветеранами. Очень много признательности слышал из их уст за внимание. На вопрос, что вам еще нужно, чем помочь, вы знаете, это поколение, которое благодарит и говорит спасибо. У нас все есть, нам только душевное равновесие, и быстрее победить этот коронавирус, в чем мы не сомневаемся. День Победы он будет встречать в обновленной квартире. Подарок на 9 мая от компании «Таиф НК» получил нижнекамский ветеран Великой Отечественной войны Панфил Павлов. Новые обои, обновленный санузел, сантехника и благоустроенная лоджия. С новосельем его поздравили и наши коллеги. Масштабный ремонт в квартире ветерана начался еще в апреле. Вот эти кадры, где вовсю кипит работа. Бригада старается успеть в срок, чтобы главный свой праздник герой встретил в обновленной квартире. Стараемся, чтобы было хорошо, когда работаем. Долгих лет ветеранам. В квартире капитальный ремонт. Это подарок ветерану из Нижнекамска Панфилу Павлову от Таиф НК. Компания уже долгие годы ведет над ним шефство и всегда приходит на помощь. Это наш подшефный ветеран, это семья. Мы ежегодно с ними общаемся и стараемся всегда их поддерживать во всех вопросах, хотим, чтобы они никогда не нуждались. И те люди, которые принесли нам такое светлое будущее. Панфилу Григорьевичу 94 года. На фронт он попал в 1943-м 17-летним мальчишкой. Служил связистом в стрелковом полку Приморского военного округа. Участвовал в советско-японской войне, за что был награжден медалью за победу над Японией. Трудно было нам, тоже трудно было. Потому что мы совсем молоденькие были, молодые. Ну вот, видите, удаляли и усилили, и победили. В
благодарность за эту победу и к юбилейной дате подарки, цветы и многочисленные поздравления. Каждый год с вами встречаемся и каждый год вами гордимся. Мы вас очень уважаем, ценим. Спасибо вам за все. От имени трудового коллектива Тайфинка мы вас поздравляем с этим знаменательным праздником, которого долгие годы ждали. Огромная благодарность им за поддержку и за проведенный ремонт в его квартире своими силами предприятий, за то внимание, которое они постоянно ему оказывают. Капитальный ремонт ветеран оценил уже сегодня. У него новые обои и пол, натяжные потолки, отремонтированный санузел и новая сантехника. Благоустроили и лоджию. Так Панфил Павлов 75-й День Победы встретит уже по-новому. Вероника Гайнудинова, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Нижнекамск. Приятную новость получили мы сегодня из Пестричинского района. В селе Ленина-Кокушкино к 9 мая все-таки успели привести в порядок памятник военной славы. А еще 3 дня назад это место напоминало поле битвы. Старые конструкции были разобраны, а вместо цветов земляные навалы. Тогда к нам и обратилась одна из жительниц села. Она переживала, что администрация не успеет все сделать. То, каким он должен быть, еще в прошлом году местные жители решили на сельском сходе. В рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы завершены все работы по благоустройству памятника в селе Ленина-Кокушкино Пестричинского района, запланированные на 9 мая. Дань памяти ветеранам сегодня отдали и на Казань Оргсинтезы. Из-за пандемии возле мемориала собрались лишь сотрудники завода. Те, кто стоял у истоков большой современной газохимии Советского Союза, поздравили заранее. Сотрудники завода навестили бывших солдат и тыловиков на дому. Подробности далее. Минуты молчания чтят память ветеранов Великой Отечественной сотрудники Казань Оргсинтез. Так, возле своего мемориала собираются уже 2-й год. На гранитном камне увековечено 450 имен тех, кто ковал победу, а после строил завод, работал на нем. Таким митингом лишь малую долю того великого, огромного долга за нашу хорошую, спокойную трудовую жизнь можем отдать павшим героям. Ровно год назад на открытие мемориала пришли и сами ветераны. Сияло солнце, играл оркестр, на груди бывших солдат блестели звезды. Сегодня будто все застыло. Из-за пандемии здесь лишь несколько представителей исполнительной дирекции предприятия и членов профсоюза. Но внимание уделили каждому, и ветеранам войны, и ветеранам завода. Каждому мы вручили продуктовые наборы, каждому мы вручили в обязательном порядке финансовую помощь непосредственно от предприятия завода. Сейчас в профсоюзной организации сотрудников Казань Оргсинтеза состоят 4 ветерана Великой Отечественной войны и 46 тружеников тыла. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сад памяти появился в Нижнекамске. 75 саженцев теперь украшают главную транспортную артерию города, как дань уважения героям Отечественной войны. Таким зеленым десантом работники компании «Нижнекамск нефтехим» вместе с игроками хоккейной команды «Нефтехимик» присоединились к международной акции «Сад памяти». В этот юбилейный год по всей стране высадят 27 миллионов деревьев. По дереву в память о каждом из погибших в Великой Отечественной войне. Она отдала всю жизнь энергетике, при этом проработав поваром. Профессию выбрала не случайно. Военные годы были голодными, желание накормить всех осталось навсегда. Теперь получает благодарность. Зинаиду Шарапову сегодня поздравила энергетическая компания ТГК-16. Война встретила ее 9-летним ребенком, вспоминает Зинаида Николаевна. Окончив всего 5 классов, ей пришлось наравне со взрослыми работать в тылу. Кушать хотелось всем, но все до последнего отправлялось на фронт, поэтому выживали в деревне, как могли. Пойдем за клюквой в болото, потом продадим что-нибудь, купим. Или за гнилой картошкой во враг, который зимой, осенью не вырыли, летом не вырыли, она осталась. Она там. После войны Зинаида всю жизнь проработала поваром в столовой на Казанской ТЭЦ-3. Это время она вспоминает с особой теплотой. Регулярно ее навещают представители компании ТГК-16. Традиционно своим ветеранам энергетики дарят продуктовую корзину и оказывают финансовую поддержку. Для них вообще самое главное, то есть не то, что там какие-то подарки или еще что-то. Для них, когда мы приходим, это все на их лице, все эмоции, это все видно, насколько им радостно просто наше присутствие. Сегодня в компании ТГК-16 осталось всего 17 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Каждому из них уделяется особое внимание, и не только в праздничные даты. Ведь только так мы можем отблагодарить тех, кто прошел войну и невероятной ценой добыл для нас победу. Салават Мухаммадуллин, ТНВ, Казань.
Встреча матери и сыновей спустя 75 лет. В деревне Верхний Багряж Заинского района к юбилею Победы открыли монумент. Прообразом главной героини стала местная жительница Акулина Чернова. 6 сыновей отдала эта женщина в войне. Совсем юные они ушли на фронт один за другим. И одна за другой матери пришли 5 похоронок. 6-й сын умер уже после войны от последствий ранений. Мечту односельчан увековечить подвиг сыновей и горе матери воплотил в жизнь заинский скульптор Фазыл Шапов. Когда-то на этой скамейке умещались маленькие мальчишки. Они выросли и ушли на войну. А сейчас, как видите, все сыновья уместились на этой скамейке. К сожалению. Одной правды на войне нет никогда. О чем говорит уникальный фотоархив времен Великой Отечественной войны Валерия Фоминского, читайте в интернет-газете «Реальное время». Открытие памятников и мемориалов, онлайн-концерты и салют. В этом году День Победы мы отметим, не выходя из дома. Вертолеты, самолеты, военную технику можно будет увидеть прямо с балкона. Где, во сколько и как смотреть онлайн-концерты и не только, узнаем из Салавата Мухаммадуллина. День Победы проводим и отмечаем в этом году дома. При этом вы ничего не упустите. Всего-то нужны окно или балкон, телевизор или вот экран смартфона. Начнем со столицы. Уже в 8 утра по улицам Казани проедут ретро-автомобили. Машины с середины прошлого века можно будет увидеть по пути к памятнику Мусы Джалиля в парке имени Урицкого и Горького. В то же время по всему городу будет колесить военная техника, танки, бронеавтомобили и легендарная «Катюша». Главные события пройдут в Парке Победы. Здесь руководство республики откроет памятник советскому солдату и возложит цветы к вечному огню. Важно, приходить сюда не нужно. Для того, чтобы вы все и все увидели, здесь будут работать журналисты. Ближе к 10 часам стоит выйти на балконы. Над городом будут кружить вертолеты серии Ми с флагами России, Татарстана и знаменем Победы. А уже где-то в 11:20 над Казанкой пролетит «Белый лебедь» – стратегический бомбардировщик Ту-160. Наша гордость. В 13:00 начнется онлайн «Бессмертный полк Татарстан». В прямом эфире будут говорить семьи участников Великой Отечественной войны и даже сын героя Михаила Девятаева. В Набережных Челнах в 7:30 стартует автопробег по улицам города. В 9 утра у мемориального комплекса «Родина-мать» пройдет минута молчания. В течение всего дня ветеранов Автограда будут поздравлять по телефону. В Альметьевске завтра в 9 утра после реконструкции откроется мемориал памяти «Вечный огонь». Здесь же будут возложены цветы, а по местному телевидению прозвучат поздравления. В Нижнекамске цветы к вечному огню на площади Победы будут нести в течение дня. Это сделано специально, чтобы разделить потоки желающих. Здесь же в этот день будет открыта электронная книга памяти. В 19:00 стартует всероссийская минута молчания. Сразу после нее акция «Поем двором». У окон и балконов все будут петь любимую «День Победы». Параллельно в социальных сетях стартует онлайн-концерт с татарстанскими звездами. В 9 вечера в YouTube и Instagram подключится Государственный камерный хор республики. Все онлайн-концерты можно будет посмотреть на YouTube, ВКонтакте и в Одноклассниках. В 21:45 офлайн всем предлагается зажечь у окон и на балконах свечи памяти. Кульминация без 10:10 праздничный салют, который будет виден со всех точек Казани и по телевидению. Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Все главные события в Казани развернутся в Парке Победы. Здесь откроют новый памятник советскому солдату. Его ждали без малого 5 лет. О том, как создавался памятник, рассказал один из его авторов Никита Мазаев. Он сейчас находится на изоляции в городе Касимов Рязанской области. Возникли ли сложности при создании скульптуры и как свою работу оценивают мастера? Об этом в интервью его спросила Зарина Ахметова. Никита Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы являетесь соавтором памятника советскому солдату, который уже завтра официально откроется в Парке Победы в Казани. Расскажите, пожалуйста, впервые ли вы берете заказы от нашей республики и как в целом шла работа над проектом? Мы первый раз работаем с Республикой Татарстан. Работа шла достаточно легко, динамично. Месяц шло увеличение, месяц шла лепка, месяц шло литье. Памятников советскому солдату в нашей стране десятки, но тем не менее у вас получился свой неповторимый образ. Вот расскажите, пожалуйста, как его создавали и были ли у вас какие-то сложности? Знаете, все это происходило на творческом порыве и каких-то особых сложностей не было.
Мы старались отталкиваться от тех работ, которые были сделаны в советский период. Мы остались довольны работой, мы остались довольны тем, что мы, как нам кажется, попали в размер соотношений постамента и фигуры. Прообразом памятника стал Газидин Загитов, наш соотечественник. Прежде чем приступить к работе, изучали ли вы какие-то материалы о нем и о его подвиге? Мы изучили все, что есть в сети интернет, также архив. На тех фотографиях, которые есть, они сделаны прямо после взятия Рейхстага, и у Загитова, видно, что ему тяжело. Пришлось, в общем, представлять себе его лицо в более спокойном состоянии. Никита Александрович, это, конечно же, не первая ваша работа. Поделитесь, пожалуйста, в каких еще городах нашей страны мы можем найти скульптуры, которые вы создали? Мои работы есть в Башкирии, в городе Стерлитамак. Также совместно с Максимом Михайловичем Малышенко мы делали работу на поле Прохоровской битвы. Спасибо вам большое за интервью. Надеемся, что мы еще увидим ваши работы в нашем городе. Я тоже на это надеюсь. Вам большое спасибо. До свидания и с наступающим праздником. В этом году 9 мая наш телеканал будет сопровождать зрителей на протяжении всего дня. Чтобы вы не пропустили ни одной детали, вновь поучаствовали в бессмертном полку и увидели парады победы прошлых лет, мы создали целую праздничную программу. 1987 год. Казань. Хоть в этом году из-за пандемии парада победы в столице не будет, зритель сможет увидеть, как традиционное шествие проходило десятки лет назад. Кадры возвращения солдатов на родину, воспоминания ветеранов и атмосфера праздника из прошлого. С телемарафона начнется этот день у жителей республики. Телемарафон начнется в 7 часов по московскому времени. Скажем всем доброе праздничное утро. И планируются и прямые онлайн беседы с ветеранами. Вот мы только что переговорили с несколькими. Также будут поздравления известных людей. Вот он, своеобразный центр управления полетами. Режиссерская рубка. Именно здесь с самого утра будет работать телевизионная бригада. На нескольких экранах картинка эфира. Так режиссер и его помощники будут следить за тем, чтобы зритель не упустил ни одной детали праздника. Здравствуй, дедушка, дорогой, уважаемый, родной наш дедушка. Трогательные стройки дедам и прадедам, которые не вернулись с войны, будут звучать с экрана в течение дня. На протяжении праздника на связи со зрителями ведущие телеканала. В этом году их задача куда более сложная. Нужно, как говорится, на профессиональном языке пробить экран и передать настроение. У нас запланирован огромный объем, конечно, мероприятий, плюс покажем много документальных фильмов, для того, чтобы, во-первых, объединить всех людей, и, во-вторых, чтобы все люди почувствовали, что, несмотря на то, что мы сидим дома, этот праздник в сердце каждого из нас, и его никто у нас не может отнять. В этом году бессмертный полк не пройдет по улицам городов, но тысячи фотографий солдат пролетят через эфир нашего канала, чтобы каждая семья увидела своего героя. Фотографии для бессмертного полка присылали не только из Татарстана, но и из других регионов, из зарубежья. Фотографий очень много, несмотря на то, что даже прием фотографий закончился, фотографии все равно приходят. И количество блоков, которые будут показаны, увеличили почти в 2 раза. Обо всех мероприятиях, что пройдут по республике 9 мая, в эфире информационных программ расскажут наши корреспонденты. И передадут всю атмосферу празднования 75-й годовщины Великой Победы. Так отметить праздник достойно можно будет и дома. Зарина Ахметова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Вернуться в День Победы с помощью патефона. Такой необычный клип подготовили в Казанском музее соцбыта. Его сотрудники использовали архивные кадры, граммофонные пластинки и гитару. Получилось необычно. Поднимут на руки каркас и залпы башенных орудий последний путь проводят нас. И полетят тут телеграммы родных и близких известить, что сын их больше не вернется.
вернется и не приедет погостить, что сын их больше не вернется и не приедет погостить. Итак, начинаются праздничные выходные. Мы напоминаем о необходимости соблюдения самоизоляции. Завтра никуда ходить не надо. Праздник сам придет в каждый дом. Парад, концерт и даже салют смогут увидеть все по телевизору или интернету. Пока в республике индекс самоизоляции один из самых низких по стране. В Татарстане скончался уже 5-й пациент, зараженный коронавирусом. За сутки выявлены еще 83 новых случая ковид. Берегите себя и своих близких. Увидимся завтра в праздничном эфире. Здравствуйте! Время прогноза погоды на ТНВ. В студии София Егорова. В предстоящие сутки столбики термометров немного понизятся. О погоде после полезной информации. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2-167-166. Или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево будет облачно. К вечеру небо очистится от облаков. Днем плюс 26-27 градусов. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге также облачно и до плюс 27. В Агрызе, Менделеевске и Актаныше ожидается облачная погода без осадков до плюс 28. Температурный фон начнет понижаться в Арске, Кукмаре и Балтаси. Облачно и небольшие дожди. К вечеру до плюс 12. Умеренно тепло в Болгаре, Дрожжином и Буинске. Возможны небольшие дожди и плюс 18-20 градусов. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше будет облачно. Днем все еще очень тепло, плюс 28. Ближе к вечеру воздух остудится до плюс 13. Информация от спонсора выпуска. Квартиры от Акбарсдом. Дом там, где мы. Получи кэшбэк до 5%. Купи квартиру выгодно. Подробности по телефону в Казани 295 47 и на сайте akbar-dom.ru. Купи квартиру онлайн от Акбарсдом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 47. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! При боли в позвоночнике и суставах поспешите в Доктор Ост. Самые грозные заболевания опорно-двигательного аппарата лечим без операции и протезов. За 11 лет отменено свыше 34 тысяч операций. Невероятно щедрые скидки до 75%. Доктор Ост. Звоните прямо сейчас. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани ожидается облачная погода. Во второй половине дня местами не исключены небольшие дожди. Ночью около 12 тепла, а днем до 24 градусов выше 0. Ветер южный, слабый. Атмосферное давление в пределах нормы 752 мм ртутного столба. Влажность воздуха 63%. Магнитное поле Земли спокойное. С наступающим праздником Великой Победы! Берегите себя и оставайтесь дома. На этом наш выпуск завершен. До свидания.